Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я приглашаю вас в мир сказки. Музей искусств имени Костеева приготовил удивительную выставку, которая называется «Жили-были». И здесь собраны детские иллюстрации к сказкам разных народов лучших художников Казахстана. Детские сказки, детские книжки – это особый мир, поэтому заниматься им должны художники, самые профессиональные и самые интересные. В советское время так и было. Одним из лучших иллюстраторов казахского эпоса и казахских сказок был Евгений Сидоркин. И здесь представлены те его иллюстрации, которые составляют золотой фонд изобразительного искусства Казахстана. Например, его серия «Веселый обманщик». Алдар Косе или Женьше – это тот веселый озорник, которому все нипочем, который никогда не унывает, который полон энергии, радости жизни и оптимизма. На этой выставке сразу получаешь представление, какими разными были художники, иллюстраторы. И один из необычных художников, графиков – это Борис Пак, который… Здесь представлена его выставка, то есть его серия иллюстраций к сказкам Андерсена. И такие волшебные, такие фантастические образы написаны, кстати, в 80-х еще годах. «Русалочки», «Дюймовочки», «Дикие лебеди», «Снежная королева». Узнаваемые сказки в его иллюстрациях становятся какими-то новыми, невиданными, чудесными. Мне кажется, что вот таких чудес и доброго волшебства очень не хватает сегодняшним современным детям. Сказки, мир детства – это очень добрый мир. Поэтому за него берутся только те художники, которые чувствуют свое родство с этим миром. И здесь представлены иллюстрации Сахи Романова, одного из самых интересных художников кино в Казахстане. И его серия иллюстраций к сказкам «40 небылиц» тоже сразу приковывает внимание. Столько в них праздничности, красочности, яркости, а еще юмора. Ни одна сказка не может обойтись без смеха, потому что зло всегда наказывается, но добро всегда прощает это зло. Эта выставка – настоящая сокровищница, настоящий сказочный ларец со многими волшебными тайнами. Поэтому я всех приглашаю на эту выставку с детьми. Она будет идти 2 месяца, и вы все успеете. И хочу напомнить вам, что искусство живое, а живопись от слова «жизнь», поэтому встречаться с ней нужно лично.